Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня среда, 17 февраля, и это утро проведем с вами мы, Дарья Анкехова и Степан Федоренко. Доброе утро, дорогая республика. Сегодня у нас очень интересный, насыщенный эфир. Позвольте проанонсировать немножко. Итак, сегодня в эфире мы проведем социальный эксперимент, приуроченный ко дню спонтанного проявления доброты. А также мы узнаем, кого же жители города Нерюнгри и поселка Серебряный Бор считают своим талисманом. Да, сделаем с вами утреннюю зарядку, позаботимся о здоровье в рубрике «Советы доктора», встретимся с интересными гостями и еще много-много интересного вам расскажем. Ну а я пока напомню наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На этот номер вы можете присылать какие-то свои приветы, поздравления своих близких и родных, а и главное, какие-то интересные новости и события. А также напомню страницу в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы начнем наше утро, как обычно, с прогноза погоды. Сегодня утром в центральных районах температура воздуха составила минус 21, минус 41. В заречной группе Улусов температура воздуха опустилась до минус 44 градусов ниже ноля. В южных районах минус 33. В Вилюйской группе районов температура воздуха составила минус 33, минус 39. В Нижнеленских 32-33 со знаком минус. В западных районах минус 35-37. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 25, минус 43. В Янских районах минус 41, минус 43. На северо-западе 36-37 со знаком минус. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 41 градусов ниже ноля. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ожидается до минус 31 градуса. Ну и хорошая новость для тех, кто подолгу не может уснуть, как я, например. Пользовательница социальной сети TikTok рассказала универсальный способ уснуть всего за 5 минут. В студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Что это за способ? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Да, действительно, пользователь под ником «Психолог» предлагает начать перечислять в голове вещи, которые никак не связаны друг с другом. И чем более разные эти вещи, тем, по ее словам, лучше. Она также добавила, что этот метод помог ей побороть бессонницу без применения каких-либо препаратов. Так что берем на вооружение сегодня и испытываем на себе. Ну а теперь к главным событиям. Почти 33 миллиона тонн грузов прошло через Северный морской путь в 2020 году. В том числе более 18 миллионов тонн сжиженного природного газа. Об этом сообщил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В ходе совещания генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Танковидов также доложил Трутневу о ходе выполнения экспериментального кругового рейса газовода «Кристоф-де-Маржери». Впервые в истории крупнотоннажное грузовое судно осуществляет переход в восточном секторе Севморпути в феврале. Традиционно транзитная навигация в восточном секторе Арктики завершается в ноябре и открывается в июле месяце. Северный морской путь может и должен стать важнейшей транспортной артерией мира. Мы все знаем, что он позволяет сократить морскую дорогу из Европы в Азии почти на треть. В то же самое время сложная ледовая обстановка, суровый климат создают препятствия для освоения. Глава республики Айсен Николаев получил второй компонент вакцины от COVID-19 «Спутник Ви». Первый компонент ему ввели в январе. Вакцинация прошла в медицинском центре Якутска. Айсен Николаев поделился своими ощущениями после первой и второй прививок, при этом добавив то, что в целом массовая вакцинация в Якутии идет активными темпами. Как самочувствие? Нет, самочувствие хорошее. И первый раз было после прививки все хорошо. Ну и сейчас, я думаю, тоже так же будет. Очень надеюсь. Ну, в целом вообще как идет этап массовой вакцинации у нас в регионе? Ну, вакцинация у нас в регионе идет очень активно.
Первая партия, которая у нас была по 27 тысяч доз вакцины, она закончилась. Сейчас поступила новая 15 тысяч. Вот с сегодняшнего дня уже активно стали ставить. Ну а вторую дозу у нас, если не ошибаюсь, уже порядка свыше 7 тысяч человек получило. Ну и сейчас тоже с каждым днем больше. По темпам вообще на 100 тысяч населения мы занимаем на сегодняшний день 9-е место в стране. Тоже считаю хороший показатель. Вот. Во многих районах запись уже достаточно большая сделана. Ну и, конечно, в первую очередь лица пожилого возраста, лица с хроническими заболеваниями должны получать. Мы вот призываем, чтобы они активнее записывались и вакцину получали. Годовая выручка резидентов IT-парка в Якутии составила более 400 миллионов рублей. Об этом в ходе прямого эфира сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов. Он отметил, что в парке также было создано более 200 новых рабочих мест. Сейчас идет развитие сетки IT-центров в районах, их уже 10. Недавно в IT-центре Покровска выпустили приложение для прослушивания якутской музыки. И таких приложений, сервисов будет появляться все больше, сказал Семенов. Также, по информации министра инноваций, в Якутии будет работать 17 IT-центров. Инспекторы МЧС в новом навигационном сезоне выйдут на рейды на реки с алкотестерами. В ведомстве подчеркнули, что купание в алкогольном опьянении является причиной 30% трагических случаев на воде. Также в пределах акватории будут предусмотрены дополнительные штрафстоянки для маломерных судов-нарушителей. За 2020 инспекторы ГИМС выявили более 31 тысячи происшествий, основная часть которых связана с нарушением правил безопасности пассажиров маломерных судов и отсутствием права управления у судоводителей. Между тем, в МЧС отметили, что за последние 5 лет количество происшествий на воде сокращается. В России в марте станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках. Пожарными извещателями будут оборудоваться все новостройки, независимо от этажности дома и площади. В МЧС напомнили, что с 2018 года специалисты ведомства совместно с органами исполнительной власти регионов и главами местного самоуправления ведут работу по оборудованию жилья населения пожарными извещателями. За 2 года установлено свыше 400 тысяч приборов, с помощью которых удалось спасти от огня свыше 1 тысячи граждан, половина из которых дети. Еще один полезный совет. Диетолог раскрыла секрет, как преодолеть тягу к сладкому. По мнению специалиста, главное при отказе от сахара – пить много воды и не голодать. Недостаток жидкости в организме и голод вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам. Также, по ее словам, в рационе худеющего должно быть много клетчатки и белка. Эти питательные вещества обеспечат сытость, и ни в коем случае не стоит потреблять пищу, содержащую рафинированные углеводы и ненатуральные подсластители. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Как всегда, полезные, а самое главное, актуальные новости. Ну что, Степ, а знал ли ты, вот я знаю очень интересный факт, что благодаря именно Екатерине II в городе Санкт-Петербург Эрмитаж был открыт для свободного доступа. Ну да, я знаю, что благодаря Екатерине II, во времена Екатерины II открылся этот Эрмитаж. На тот момент это был самый крупнейший музей, в котором собрана самая богатейшая коллекция произведений искусства и каких-то артефактов. Музей этот действует до сих пор, и практически ежедневно перед его входом можно увидеть очень длинную змейку из тысяч туристов, которые приезжают со всего мира, чтобы посетить музей Эрмитаж. О других значимых событиях и датах 17 февраля смотрите в нашем следующем сюжете. 17 февраля – международный праздник День спонтанного проявления доброты. Эта дата – одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Сегодня также День российских студенческих отрядов и День службы горючего вооруженных сил России – праздник тех, кто отвечает за снабжение армии топливом. 17 февраля – пепельная среда – начало Великого поста у западных христиан.
По народному календарю считалось, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. 17 февраля 1600 года в Риме сожгли Джордано Бруно за то, что он публично уличал церковь в невежестве. Его последними словами были «сжечь не значит опровергнуть». В 1852 году в этот день для публики открыли Эрмитаж. Музей возник за 88 лет до этого как частное собрание российской императрицы Екатерины II. 17 февраля 1947 года американская радиостанция «Голос Америки» начала вести передачи на русском языке. 17 февраля 1993 года учредили Российское акционерное общество «Газпром». В 1906 году в этот день родилась Агния Барто, русская писательница, автор стихотворений для детей. 17 февраля 1967 года появился на свет Евгений Гришковец, российский писатель, актер, музыкант и режиссер. Сегодня в Якутии отмечают 70 лет со дня рождения Ивана Егорова, доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки республики, государственного и общественного деятеля. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий. Ну и помимо всего этого, сегодня отмечается Всемирный день спонтанной доброты, 17 февраля. Вот это событие, я не знал, такой праздник. Его ввели недавно по инициативе некоторых благотворительных организаций. Даш, слушай, а вот ты встречалась по отношению к тебе в жизни, какое вот ты можешь вспомнить проявление вот именно спонтанной доброты, именно спонтанной? Вот так внезапно ты, конечно, меня обескуражил. Но, знаешь, Степ, я, например, все-таки считаю, что спонтанное проявление добра – это, наверное, подарки не по поводу. Вот, то есть, допустим, сегодня с утра взял и подарил подарок. Ну да, какой-то сюрприз. Да, действительно. Мне кажется, это то самое проявление спонтанной доброты. А мне вообще, знаешь, иногда кажется, что доброты на самом деле намного больше вокруг нас, чем мы думаем. Надо только уметь замечать. Вот, например, я как автомобилист, выезжаешь со двора в какой-то там плотный поток, например, он движется очень медленно, тебе кто-то моргает фарами, притормаживает, ты въезжаешь и запускаешь этим самым цепочку добра, и пропускаешь кого-то еще, а тот пропускает следующего. Ну что ж, в России этот праздник, День проявления спонтанной доброты, еще как-то не сильно прижился, хотя некоторые уже благотворительные фонды его проводят. Ну и наш корреспондент Полина Долинская провела такой социальный эксперимент на улицах нашего города и решила узнать, как же горожане реагируют на доброту и проявляют ли они ее сами. Доброта – это качество, которое ценится вне зависимости от праздника, поэтому проявлять ее стоит не только сегодня. Но зато сегодня можно сделать еще больше добрых дел. Немногие в наше неспокойное время способны на подвиги. В состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. Молодой человек, извините, можно к вам обратиться? Мне очень неудобно, я просто перепутала автобус, у меня вот все, что есть, разряженный телефон и не хватает на проезд. Вы могли бы мне помочь? Конечно, конечно. Опять без варежки? Дома забыла, все забыла. Первый раз в городе. Держите. Спасибо вам большое. Мы проводим социальный эксперимент, спонтанное проявление доброты. Большое спасибо. У нас снимает скрытая камера, можете помахать. Большое вам спасибо. Второй этап нашего социального эксперимента будет проходить на автовокзале. По легенде, у нас есть чемодан, у которого сломалась ручка, замерзли колесики, и девушке нужно будет поднять его на высокие ступеньки. Посмотрим, помогут ли ей в этот раз. Помочь? Помогите, пожалуйста. Очень тяжелый чемодан. Ой, спасибо большое. Ой. Спасибо вам большое. Он тяжелый. Аккуратно. Ой, спасибо вам большое.
Да он просто замерз, и ручка не работает. Ну, для себя это ничего не стоит, а девушке приятно. Спасибо вам большое. По результатам 2 экспериментов нам удалось выяснить, что чаще всего жители нашего города отзываются на просьбы о помощи. Но и такие ситуации происходят не всегда. Самым простым проявлением доброты в этот день будет ваше отношение к окружающим. Ведь доброта может заключаться и когда уступают место в транспорте, или подают руку на выходе из него, либо же в искреннем слове «спасибо» на кассе в супермаркете. Молодой человек, я бы хотела вам сделать приятное и угостить вас шоколадкой, чтобы весь ваш день прошел в хорошем настроении. Спасибо. Хорошего вам дня. И я бы хотела вам сделать приятное, чтобы весь день у вас прошел хорошо. Хорошего вам настроения. За добрые дела не стоит ожидать благодарности. Главное, чтобы они доставляли удовольствие и дарили положительные эмоции. Чтобы ты хорошо учился, слушал маму и хорошего тебе настроения. Спасибо. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск. Замечательный сюжет, позитивные эмоции. Спасибо большое, наши коллеги. Как здорово, когда кто-то вот так вот раз тебе подойдет на улице, раз и что-то подарит. Шоколадку, да? Продолжая тему доброты, хотелось бы анонсировать о том, что в конце января стартовал новый этап проекта «Открытка добра». В адрес оргкомитета уже поступило около 150 работ, из которых отобрали уже 12 рисунков. Да, причем в этот раз девочки рисовали на тему якутского фольклора и творчества, а мальчики на тему охоты и рыбалки. Рисунки победителей разместят на открытках добра, и часть средств от их реализации будут переданы в благотворительный фонд «Харисхал». И сегодня у нас в гостях Айталина Поликарпова. Она является директором проекта «Открытка добра». Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну и, конечно, сразу первый вопрос для тех, кто, возможно, еще не знает, что это за проект, как давно он существует и почему именно такая идея пришла вам в голову? Мы стартовали где-то в ноябре, в конце октября это получается. Первый этап у нас был завершен Новым годом. Довольно-таки очень тоже обширно, на наше удивление, что очень активное участие приняли ребята. А идея пришла, это, опять пандемия. Та самая пандемия. Та самая пандемия, да, побудила, потому что многие благотворители фонда все-таки тоже испытывают затруднения. Мы решили запустить немножко такую акцию. Так. Ну и объясните вот, как простому человеку, мне вот как этот механизм, как работы этого проекта. Механизм: мы запускаем республиканский конкурс рисунков и тем самым побуждаем детей именно к тому, чтобы они были причастны. И после этого выпускаем такие авторские открытки. Это вот наша первая коллекция. Давайте покажем. То есть не каждый участник может попасть вот именно на саму ту самую открытку? То есть Нет, только конечно, лучшие работы, да? Только лучшие работы. У нас 12 работ именно компетентным жюри. Мы отбираем 12 Возрастные ограничения есть ли какие? С 6 лет до 16. С 6 до 16 лет участники, да? И вот в ноябре, вы говорите, да, стартанули. Большой отзыв, да, у... Да. юных художников. А как же отбираете-то? Мне кажется, работ ведь так много. И здесь возникает такой вопрос. Да. Как выбрать лучшие работы? Лучшие работы мы берем всех, нумеруем и собираем компетентное жюри. У нас это блогеры, общественные. В этот раз у нас, например, художники, обязательно мы приглашаем деятелей. И отбираем по баллам прямо. От 1 до 5 мы садимся и ставим баллы. Баллы ставите? Ну и, Айталина, расскажите, как проходит помощь вот, именно детям с инвалидностью вот, непосредственно через этот проект? Мы продаем данные открытки через, там, где в торговых центрах, в кофейнях нас очень поддержали предприниматели. И, конечно, обязательно это наш сайт, на котором можно заказать, lettergood.ru. У нас были заказы даже с Канады, были заказы, с Японии. Вот наша мечта, чтобы рисунки детей республики разлетелись по всему миру. Здорово, мне вот прям вот это вот понравилась открытка. Запала тебе, да, в душу эта открытка. Ну, она очень яркая такая, да? Вот сейчас уже начинается второй этап, да? Есть ли какие-то ограничения по дате и могут ли наши телезрители принять участие? К сожалению, уже мы отобрали, потому что это более весенний. У нас сейчас праздники.
23 февраля, 8 марта, и можно будет купить данные открытки, уже они в печати сегодня-завтра выйдут, и мы будем распространять еще по Почте России. В дальнейшем будет продолжение? Да, обязательно. У нас это... То есть открытка добра уже станет такой хорошей, доброй традицией. Да, обязательно. Действительно. Ну, мы тогда, да, пользуясь случаем, призываем наших телезрителей обращать внимание на вот такое творчество. Прекрасно. Вот такие замечательные, яркие открытки. И не забывайте, что приобретая такую открытку, вы помогаете фонду Харысхал, а, соответственно, помогаете маленьким замечательным детям. Благое дело, поэтому обращаем внимание, приобретаем. Открытка добра. Вот такая добрая акция. Айталина, спасибо вам большое. Всего вам самого хорошего, успехов вашему проекту. Да, спасибо большое. Но глядя на героиню нашего следующего сюжета, понимаешь значение выражения «человек старой закалки». Да, Лариса Минухова из поселка Серебряный Бор в Нерюнгринском районе каждое утро берет метлу, веник и выходит во двор своего дома. А ведь буквально пару недель назад ей исполнилось, Степан, не поверишь, 89 лет. И в родном поселке Ларису Викторовну любят и уважают. И считается очень доброй приметой, если утром встретишь ее, значит день пройдет на ура. Бывает, сердце заболит. Оно имеет свой лимит. Но только глубже ты вздохнешь и снова в жизнь как в бой идешь. Это жизненный девиз Ларисы Минуховой. Когда ее спрашивают, зачем в ее возрасте в мороз зимой выходить на улицы с метлой и веником, чистить двор, лучше бы полежать и отдохнуть, она отвечает: вы бежите в аптеку за лекарствами, а я вышла, взяла метлу, наклонилась, поднялась, повернулась, вот уже упражнение сделала и чувствую, что живу. За неутомимое трудолюбие, инициативу и отзывчивость ее уважают все жители поселка. Люди ко мне подходят, со мной здороваются. Некоторые даже: дайте я вашу ручку поцелую. Понимаете, мне это даже до слез просто как-то неожиданно даже. Вот. Или обниму вас. И это говорят не только там, пожилые, взрослые люди, даже такие, возраста 30-40 лет даже такие. В позапрошлом году Лариса Викторовна убирала парк. Потом, увидев, как она, выходя во двор, берет веник или метлу и убирает крыльцо, ей предложили поработать в ЖЭКе. Двор, который она убирала, стал образцовым. Да и она сама является примером для потомков. Глядя на нее, правнук вместе с друзьями помогает прабабушке и считает, что на старшее поколение нужно равняться. Каждый хочет сделать многое, но не получается, потому что они не слушают совет старших. Вам говорят, они просто берут и плюют на это все. Но каждый должен прислушиваться к советам старших и говорить, что егошняя бабушка или дедушка, что он гордится ими, как я горжусь своей. Начав свою трудовую деятельность в 1956 году, Лариса Викторовна не может остановиться, говоря: «Во мне арматура советского производства». До сих пор, невзирая на возраст, ее привлекают к общественным работам. Она всегда готова помочь, дать совет, поучаствовать в жизни поселка и города. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Да, действительно, железная бабушка, дай бог ей здоровья, всего самого хорошего. Тут и просто встать-то утром иногда проблема, а посмотришь на таких людей, жить охота. Ну а для того, чтобы быть, как наша уважаемая Лариса Викторовна, свои 89 лет, такой же бодрой, энергичной, мне кажется, нужно начать хотя бы с утренней зарядки. Внимание на экран. Доброе утро, республика! Ну что, начнем нашу зарядку? Упражнение номер 1. Становимся в положение планки, спина прямая, положение рук на локтях. Поднимаем правую руку в сторону, затем левую, каждый раз при этом выполняя выдох. Данное упражнение выполняем в течение 20 секунд. Упражнение «Подъем ног». Данное упражнение является связующим между первым и следующим упражнением. Выполняем на 10 секунд в темпе, при этом каждый раз, поднимая колено, делаем выдох.
Упражнение номер 3. Становимся в упор на прямые руки. Ладонью правой руки касаемся левого плеча, ладонью левой руки касаемся правого плеча. При этом выполняем прыжок ноги врозь, ноги вместе. Каждый раз выполняя при этом выдох, поясницу не прогибаем, спина прямая. Выполняем 20 секунд. Упражнение номер 4. Такое же, как и номер 2. Выполняем подъем ног. Каждый раз при подъеме колена мы делаем выдох. Выполняем 10 секунд. Упражнение номер 5. Становимся в положение планка на локте. Спина прямая, поясницу не прогибаем. Опускаем таз вправо, затем влево. Каждый раз выполняя при этом выдох. Данное упражнение делаем 20 секунд и затем повторяем весь комплекс еще на 2 подхода. Ну все, на этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня! Ну что ж, мы надеемся, что вы зарядились немножечко бодростью с нашей утренней зарядкой. И я напоминаю, что в день спонтанного проявления доброты вы можете отправлять какие-то свои добрые, теплые пожелания своим близким на наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. И вот такое то самое доброе сообщение уже прилетело к нам. Позвольте озвучить. Итак, доброе утро. Уважаемого Ивана Егоровича Егорова, друга, коллегу, академика, доктора математических наук поздравляют с юбилеем, с 70-летием. Всего доброго, здоровья. Дмитрий Афанасьевич, ветеран труда и спорта. Вот такое доброе сообщение. Мы присоединяемся к поздравлениям, ведь знаменательная дата – 70 лет. Ну что ж, ну а мы продолжаем. И далее у нас в эфире новости экономики. Четверть российских компаний планируют заместить фрилансерами до 30% своих работников. Российский рынок фрилансов в среднесрочной перспективе продемонстрирует высокие темпы роста. Об этом говорится в исследовании, проведенном консалтинговыми компаниями. По оценке экспертов, 50% спроса на фрилансеров формируют малые и средние компании с оборотом до 100 миллионов рублей в год. Как отмечается в исследовании, 64% российских фрилансеров зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц. 85% таких работников моложе 45 лет. Один из ключевых факторов долгосрочного спроса на услуги фрилансеров – это прогнозируемое снижение количества трудоспособного населения на 6,5% за ближайшие 5 лет и нарастающий дефицит квалифицированных кадров. Центробанк назвал один из главных вызовов в борьбе с мошенниками. По словам экспертов, злоумышленники все чаще стараются принудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение. В настоящее время мошенники прекрасно понимают, что если вся их активность проходит через платежные системы, то велика вероятность, что она будет остановлена на стороне банка. В этой связи преступники, традиционно угрожая пользователям похищением средств со счета, призывают прийти в отделение банка, снять деньги и перевести их злоумышленнику через платежный терминал или банкомат стороннего банка. В результате обслуживающий клиента банк видит только снятие денег, но не может контролировать, куда они ушли. Депутаты Госдумы вынесли на обсуждение предложение выдавать материнский капитал на третьего и последующих детей еще одной категории граждан. Мат-капитал на третьего ребенка будет равняться выплате на первого. Законопроект предусматривает выплаты мат-капитала на третьего и последующих детей с 1 января следующего года в регионах с низкой рождаемостью, если ранее семья не воспользовалась этой мерой. Также предлагается распространить господдержку на ранее не воспользовавшихся ей мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего или последующих детей. Компании, через которые отмываются и обналичиваются деньги, будут отрезаны от банковского обслуживания. Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по 3 группам риска по принципу светофора – красная, желтая и зеленая зона. И ежедневно доводить эту информацию до каждого банка. Однако окончательное решение о том, в какую группу риска включать клиента, примет сам банк. Деньги на счетах красных клиентов будут замораживаться, а затем эти компании может ожидать принудительная ликвидация. Это предполагает доработанная версия законопроекта о платформе «Знай своего клиента». В Банке России считают, что новый механизм снизит издержки банков и их клиентов на соблюдение сложного антиотмывочного законодательства и в то же время сделает более дорогими сомнительные операции.
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Я напомню вам, что вы смотрите «Утро Якутии» на каналах «Якутия-24» и НВК «Саха». Но сейчас самое время перейти к новостям спорта. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии. В матче четвертого круга он оказался сильнее Каспера Руда. Норвежец после 2 проигранных сетов отказался продолжать встречу. Подробнее об этой встрече и других новостях в мире спорта расскажет вам коллега Василий Сергеев. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии. В матче четвертого круга он встречался с Каспером Рудом. При счете 6-2, 7-6 в пользу россиянина норвежец отказался доигрывать матч по состоянию здоровья. В 1/4 финала Рублев сыграет с соотечественником Данилом Медведевым, который ранее в своей игре четвертого круга обыграл американца Маккензи Макдональда. Выйдя в четвертьфинал Australian Open, Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии «Большого шлема». В данный момент он занимает 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, завоевав 7 титулов под эгидой данной организации. Казанский «Акбарс» одержал победу над рижским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-3. В составе победителей дубль оформил Стефан да Коста. По одной шайбе забросили Виктор Тихонов и Михаил Глухов. У хозяев льда отличились Микс Индрашис, Николай Елисеев и Роберт Букартс. Казанские хоккеисты набрали 86 очков и обеспечили себе победу в дивизионе Харламова. Они лидируют в Восточной конференции. Рижский клуб на Западе идет на последнем 11 месте. В следующем матче «Акбарс» в гостях сыграет с уфимским Салаватом Юлаевым, а «Динамо» на выезде сойдется с ярославским «Локомотивом». Обе игры пройдут 18 февраля. Мария Лосицкена одержала победу в прыжках в высоту на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве. Она преодолела планку, установленную на высоте 1 метр 94 сантиметра. Уже в ранге победительницы Лосицкена заявила высоту 2 метра, однако не сумела ее взять. Второе место заняла Кристина Королева, третьей стала Мария Качанова. Для 28-летней Лосицкена эта победа на зимнем чемпионате России стала 7-й в карьере. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 18 медалей чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Соревнования прошли в Улан-Удэ. Сборная республики под руководством главного тренера Александра Оконешникова и тренера-консультанта Хаджимурата Гацалова записала в свой актив 5 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых наград. Чемпионами турнира стали Уйгулан Иванов, Константин Копрынов, Герман Устинов, Нюргун Сергин и Кузьма Сивцев. Добавим, что на этом старте якутяне завоевали 18 путевок на чемпионат России, который состоится в середине марта также в Улан-Удэ. На всероссийском ковре выступили и якутские борцы греко-римского стиля. Сборная республики, состоящая из спортсменов не старше 21 года, завоевала 3 награды высшего достоинства первенства Дальневосточного федерального округа. Турнир прошел в городе Комсомольск-на-Амуре. На высшую ступень пьедестала взошли Родион Степанов, а также братья Владислав и Сергей Павловы. Отметим, что все 3 якутянина помимо медалей завоевали путевки на первенство России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Итак, мы продолжаем наш утренний добрый эфир. Ну и в нашу студию вновь пришел Василий Радченко с самыми свежими и актуальными новостями, и мы передаем ему слово. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России считает, что говорить об отказе от масочного режима в России пока рано. Маски как мера личной гигиены и защита других людей будут нужны еще некоторое время. По последним данным, с начала пандемии коронавируса в мире заразились порядка 110 миллионов человек, почти 2,5 миллиона умерли. В России, по данным Федерального оперативного штаба, зарегистрировано более 4 миллионов случаев. Умерли 81 тысяча человек.
Парад Победы в 2021 году состоится. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он затруднился ответить, состоится ли праздник по традиции 9 мая. Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент России Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. В Якутии планируют покрыть сотовой связью федеральные дороги до 2024 года. Об этом сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Анатолий Семенов во время прямого эфира в социальных сетях. По его словам, в России сегодня есть федеральный проект по строительству сотовой связи вдоль федеральных автомобильных дорог. В республике имеются 3 таких дороги. Это Лена, Колыма и Вилюй. Покрытие сотовой связью трассы Лена составляет около 70%. Министр добавил, что планируется до конца 2024 года покрыть сотовой связи все 3 федеральные автодороги в республике. Также власти региона готовятся к реновации деревянного Залока. Речь идет о 55-м квартале Якутска, который вместе со зданиями реального училища, мужской прогимназии и шахтной Шергина должен стать историческим пространством со старинными домами и памятниками архитектуры. Глава республики рассмотрел концепцию территории, проект дорожной карты и внес свои предложения. Напомним, открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию территории Якутск «Деревянный Залок» состоялся еще в 2019 году. В нем победило архитектурное бюро «Рождественска». В своем послании, озвученном в декабре прошлого года, СН Николаев призвал приступить к практической реализации проекта. Владивосток стал главным претендентом на право провести международные спортивные игры «Дети Азии» в 2022 году. Конкурсная комиссия осмотрела спортивные объекты столицы Дальневосточного федерального округа и пришла к выводу, что после ремонта они будут полностью соответствовать международным стандартам. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка распорядился разработать подробный план реконструкции инфраструктуры, чтобы обеспечить победу Владивостока в конкурсном отборе. По словам главы региона, проведение в городе столь крупных спортивных игр даст импульс развитию детско-юношеского спорта во всем Приморье. Проведение игр «Дети Азии» в 2022 году у нас в Приморском крае, в городе Владивостоке. Это хорошая спортивная программа, которая привлекает детей со всей страны. Конечно, детей с Азиатско-Тихоокеанского региона, со всей Азии. В общем, делается все с тем, чтобы этот праздник спорта прошел организованно, прошел у нас на Приморской земле. Бамбуковый медведь Дин-Дин в московском зоопарке продолжает наслаждаться снежной погодой в столице. Как видно на кадрах, после фирменного катания с горки восточный медведь нашел себе много забот. Это и качели, и игра с бревнами, гонка шин. Панда даже умудрилась свалиться в снег с одной из стен в вольере. Дин-Дин живет в зоопарке с 2019 года, куда переехала из Китая. По человеческим меркам она подросток, ей 3 года. В среднем панды живут около 20 лет. К этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Ой, какое замечательное утро у панды. Дин-Дин. Проснулся, в снегу повалялся, и все, хорошо, день удался. Мне кажется, подобные животные явно не страдают от каких-то перепадов давления, температуры. Вот, кстати говоря, Степан, вопрос к тебе. Сталкивался ли ты с таким явлением, как давление? Вот просыпаешься, голова болит, весь день ходишь? Нет, пока еще не сталкивался, но я думаю, это не за горами. Вот меня, знаешь, что больше всего всегда смущает? Это вот механический или электрический измеритель этого давления. Потому что я как старовер больше как-то механике доверяю, чем инновациям каким-то. Ну, Степан, тогда специально для тебя и для наших телезрителей следующая рубрика «Советы доктора». Доброе утро. Сегодня поговорим о нормах артериального давления и как правильно выбрать аппарат для измерения артериального давления самостоятельно на дому. Существуют механические тонометры и автоматические. Сегодня поговорим о автоматическом тонометре измерения артериального давления на плече.
Также существуют тонометры, которые измеряют давление на предплечье, на запястье, но такие тонометры рекомендуются для лиц молодого возраста, то есть только лиц до 40 лет. Я рекомендую для самостоятельного измерения артериального давления на дому использовать автоматический электронный тонометр. Для правильного измерения артериального давления необходимо соблюдать некоторые условия. За 30 минут до этого не рекомендуется прием пищи, употребление крепкого чая, алкоголя, физическую нагрузку, курение. Ноги при измерении не должны быть скрещены, ступни должны находиться на полу, спина опираться на спинку стула, а для руки необходим упор. Мочевой пузырь необходимо опорожнить. А несоблюдение этих условий может привести к увеличению артериального давления. Плечо не должно сдавливаться одеждой. Артериальное давление при первичном измерении измеряют на обоих руках. Разница между давлением не должна превышать 10 мм ртутного столба. При подозрении на артериальную гипертонию следует вести контроль давления пульса в течение хотя бы 1-2 недель. Если давление будет выше 140 на 90 мм ртутного столба более 3 раз при измерении в разное время, можно говорить об артериальной гипертонии. Для этого нужно обратиться на прием к участковому терапевту для дообследования на артериальную гипертонию. Будьте здоровы! Да, будьте здоровы и доброго утра всем! Ну что, Степ, позволь продолжить перечень знаковых событий 17 февраля. Сегодня необходимо отметить, что в России отмечается День студенческих отрядов. Да, за свою многолетнюю историю бойцы стройотрядов принимали участие во многих крупных стройках Советского Союза, начиная от строительства космодрома Байконур до коровника в якутском отдаленном селе. Традиции стройотрядов сохранились и в наше время. Тысячи молодых людей ежегодно вступают в ряды бойцов стройотрядов. Да, и сегодня у нас в гостях гость Айсен Соловьев, руководитель регионального штаба «Российские студенческие строительные отряды». Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Ну, Айсен, расскажите, чем сейчас, сперва с праздником, конечно же, вас. Спасибо большое. Чем сейчас занимаются стройотряды? Сколько человек состоит именно в Якутии в ваших рядах? Студенческие отряды, продолжая традиции советского времени, на сегодняшний день имеют достаточно хорошие показатели, хоть на уровне России, хоть на уровне Республики Саха-Якутия, если смотреть. Мы на данный момент работаем по нескольким направлениям. Это строительные отряды, педагогические отряды, сельскохозяйственные, сервисные и специализированные отряды. Это те направления, которые имеют максимальную востребованность на сегодняшний день среди молодежи, студентов. На уровне России таких же региональных отделений, как в Якутии, функционирует более 70, то есть в более 70 регионах такие же бойцы в бойцовках сегодня празднуют День российских студенческих отрядов. Данный праздник он празднуется у нас с 2016 года по подписанному указу президента Российской Федерации в 2015 году. И вот. Я знаю, что некоторые мои друзья железную дорогу до Нижнего Бестяха строили из ваших отрядов. Количество таких построенных объектов практически не счесть. Это, конечно же, БАМ, это железная дорога до Нижнего Бестяха, это объекты, олимпийские объекты Сочи, космодром Восточный. Я сам принимал участие в строительстве в 2016 году. Объекты атомной отрасли в Челябинской области, объекты Силы Сибири, инфраструктуры Силы Сибири в Чайницком месторождении в Ленском районе у нас в республике. Ну вот такая вот обширная у вас деятельность, а вот пандемия как отразилась? Отразилась как-то на этой деятельности? Да, пандемия, конечно же, отразилась в прошлом году, но студенческие отряды Якутии не прекратили свою деятельность, даже немножко сменили формат и начали даже усиливаться в этом направлении в части подготовки строительных отрядов и сельскохозяйственных отрядов. Если до прошлого года мы ежегодно трудоустраивали 50-100 бойцов на строительной компании, то в прошлом году их было более 500. В связи с нехваткой рабочей силы в сфере строительства при Министерстве строительства образовалась очень большая потребность в рабочей силе, и вот как раз-таки студенческие отряды готовы были.
Замечательные показатели. И возникает вопрос, а как же вы отмечаете этот праздник? Есть ли традиции какие-то у вас? Да, каждый год мы отмечали вместе с нашими ветеранами движения студенческих отрядов, устраивали большие концерты, творческие конкурсы и тому подобное. Ну, в этом году коррективы, конечно, имеются. У нас все мероприятия практически проходят в удаленном формате. И сегодня мы в 6:30 в YouTube-канале «В отрядах 14» начинаем основное мероприятие такого онлайн-формата. Онлайн-формата. Как же вступить в ваши ряды? Вот знаете, очень такие активные. И что это дает молодому человеку, либо девушке, которые вот вступят к вам? Все ветераны нашего движения говорят то, что студенческий отряд – это школа жизни. Все это говорят, и все с этим согласны. Вступить в ряды студенческих отрядов очень легко. Нужно подойти к заведующему внеучебной работой в своем учебном заведении, то есть студенты подойти туда, или найти нас в инстаграме rso.ekt или в 2GIS, российские студенческие отряды, подойти, подать заявление, подать документы, и в скором времени их по желаемому их направлению, в желаемый их отряд трудоустроить. Отлично. Но если, допустим, вот к вам завтра прям поток новых бойцов прибавится, ближайшие планы у вас какие, где они могут уже себя проявить, показать? У нас работа практически не прекращается никогда, потому что сейчас, на данный момент, допустим, у нас трудятся несколько бойцов сервисного отряда в Республике Крым. Сейчас работает строительный отряд в Приморском крае на строительстве судоверфи в городе Артем. И на весну у нас планы тоже есть довольно-таки большие. Ну что ж, удачи в реализации ваших планов. Еще раз, Айсен, с праздником вас, всех ваших бойцов. Всего вам самого-самого хорошего. Спасибо большое. Итак, а мы переходим к следующей новости. Жители села Этыкюль в национальных костюмах под аккомпанемент национальных инструментов исполнили знаменитую народную песню «Маруся». Выбор композиции не случайный. Вот уже несколько лет Этыкюль находится в тесном сотрудничестве с кубанским телевидением. А началось все с того, что кубанцы готовили сюжет ко дню буквы «И» и искали в России населенный пункт, чье название начинается на эту букву. Самым многочисленным по населению оказался наш Этыкюль. С тех пор между кубанцами и якутянами завязалась тесная дружба. Накануне мы связались с нашими коллегами из кубанского телевидения, с ведущими утреннего эфира пообщалась Катерина Винокурова. Павел, Наталья, приветствую. Мы знаем, что ваше сотрудничество творческое, необычное, началось с буквы «И». Расскажите, чем же вас так поразили этыкюльцы? Ну, дело в том, что часто в нашей программе мы прибегаем к самым необычным праздникам, и вот мы обнаружили, что на календаре есть день буквы «И». Задались целью найти город, который начинается с этой необычной буквы. Ну, город или населенный пункт, и выяснили, что у нас в нашей большой необъятной стране есть такой населенный пункт Этыкюль. И мы думаем, ну, чем черт не шутит, давай попробуем связаться, а вдруг нам ответят. И очень интересно узнать, как там живут люди, чем они дышат. Мы отправили запрос, даже, по-моему, куда-то в администрацию населенного пункта, и нам ответили. И мы были удивлены той ответственностью, той самоотдачей, с которой этыкюльцы подошли к нашей просьбе, потому что мы получили целую визитную карточку этого города, где... В национальных костюмах, на фоне таблички, названия населенного пункта, официальное обращение. Но это прям мы очень сильно не ожидали. В прошлом году, как и в этом году, сотрудничество продолжилось. Расскажите, как рождаются идеи? Это
предлагаете вы или это все-таки рождается совместно? Ну, как сказать, да, сотрудничество продолжилось, очень много странных, необычных праздников, например, День родного языка. По-моему, поэтому мы снова связались с эпикуёльцами и попросили спеть песню на, собственно, местном языке. И мы получили, опять же, ответ, очень ответственно, опять же, подошли к этому вопросу. Мы предлагаем, а они идут... Очень отзывчиво, да, очень оперативно, всегда отвечают на наши какие-то творческие запросы. А как телезрители «Хорошего утра» реагируют на творчество якутян? Какие отзывы вы получаете? Ну, давай, мы оба воздух набрали. Ну, конечно, это только позитив, потому что, во-первых, мы выполняем важную, мне кажется, миссию, рассказываем вообще о том, какая разная наша страна. И поэтому мы ведь прям противоположность, можно сказать, потому что мы такой южный край, а это такой телепорт в Якутию, и для людей это смена картинки, смена языка, смена обычаев, смена культуры. Поэтому это всегда очень круто воспринимается. Извините, пожалуйста, немножечко хотел сменить нашу картинку. Дело в том, что я надеюсь, что техника не подведет. Я хотел показать, что у нас сейчас за окном, как видно вам или нет, сугробы. У нас сугробы, у нас 8 раз за эту зиму уже выпал снег, и мы практически как в Якутии сейчас здесь находимся, в Краснодарском крае. Конечно, не минус 40, но что-то типа того. У нас, кстати, тоже не минус 40. У нас очень тепло, погода отличная, минус 26. Это для нас уже как весна. Да, поэтому действительно утро доброе, хорошее. Планируете ли вы еще продолжить сотрудничество с якутянами? Ну, естественно, конечно же, потому что, мне кажется, еще не все идеи мы воплотили, и уже, наверное, в совместном каком-то творчестве, возможно, мы что-то новое, интересное, опять же, для наших зрителей подготовим. Может быть, уже начнем ездить друг к другу в гости, почему бы и нет, может быть, вплоть до какого-то такого визита их к нам или нас к вам, желательно в теплое время, конечно. Что ж, спасибо, Наталья, Павел, за разговор этим утром. Надеемся на дальнейшее, конечно же, сотрудничество. Пусть у ваших телезрителей и у вас каждое утро будет хорошим и добрым. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина. Мы тоже желаем вашим зрителям потрясающего настроения. Каждое утро в таком настроении, как мы пребываем. И здорово, что мы убедились, что и в Якутии замечательные, теплые люди живут. Спасибо большое. До встречи, до новых встреч. Да, всем теплым людям Этекюля передаем большой-большой пламенный привет. Ну, Степ, а знаешь ли ты, что произойдет 11 марта? Да, 11 марта будет год, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Вот так вот. А помнишь ли ты первые дни пандемии, когда для всех это был шок, люди бросились к прилавкам магазина? Я в том числе, да, кстати, закупание гречки, туалетной бумаги, еще различных предметов первой необходимости. И, наверное, все помнят тот момент, когда в магазинах стали завышать цены. Да, это еще все, при этом все наложилось на то, что до этого закрыли российско-китайскую границу, ограничив тем самым поступление фруктов и овощей. В течение года сотрудники прокуратуры отслеживали факты необоснованного завышения цен на социально значимые продукты. Ну и в следующем сюжете смотрите, как проходит очередной рейд по проверке цен на продукты в магазинах города Покровска и поселка Махсоголох. Сюжет Виолетты Засимовой. В Хангаласском улусе перечень социально значимых продуктов состоит из 25 наименований. Хлеб, молоко, творог, яйца, чай, мука, мясо, кроме бескостного, крупы, картофель, морковь и ряд других продуктов питания. Скачки цен на некоторые из перечисленных продуктов были зафиксированы сотрудниками прокуратуры улуса в начале пандемии и перед новогодними праздниками. Проверки проводятся прокуратурой Хангаласского района на системной основе. К примеру, в 2020 году нами вскрыты факты
завышение цен на социально значимые продукты питания в 4 магазинах Хангаласского района Республики Саха-Якутия. По результатам проверок в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности. Очередной рейд, состоявшийся на днях, начался с проверки цен в крупном супермаркете Покровска. Это довольно популярное место среди местных жителей. Здесь отмечается большая проходимость покупателей. Вначале участники рейда отбирают продукты согласно перечню, записывают их стоимость и массу в специальную таблицу. Позднее вся собранная информация будет обработана и вынесено соответствующее заключение, которое покажет, есть завышение цен или нет. Далее сотрудники прокуратуры выехали в Махсагалох на проверку небольшого магазина в центре поселка. Наша съемочная бригада решила опросить местных жителей о ценах на продукты. С начала пандемии заметили, что цены на какие-то продукты повысились? Повысились. Например? Ну, на все помаленьку. Например? Как? Масло растительное, сахар. Вот я заметила, что на сахар цены поднялись и на масло растительное. Ну, вот раньше, допустим, я по 49 покупала, а сейчас он 60 уже сахар стоит. Подорожали, конечно, не критически так, чтобы... В магазине подтверждают слова жителей. Действительно, цены на растительное масло взлетели. Также повышались цены на сахар, но, по словам бухгалтера магазина Ольги Пучковой, цена на сахар сейчас пришла в норму. Покупательская способность очень снизилась. Очень. Ну, во-первых, сначала то, что люди, видимо, как вот, ну, все-таки были ограничения вот по передвижению, все. А сейчас вот такие, наверное, достаток. В ближайшее время подобные рейды планируется провести в заречных наслегах Улуса. Помимо социально значимых продуктов, сотрудники прокуратуры регулярно проверяют наличие минимального перечня лекарств в аптеках района и цены на них. Граждане могут помочь в регулировании цен. Если заметили, что стоимость продуктов или лекарств резко повысилась, то можете письменно или устно обратиться по этому поводу в администрацию района или в прокуратуру. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Спасибо большое нашим коллегам. Итак, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и у нас есть несколько сообщений от наших телезрителей. Итак, доброе утро всем. Хорошего дня и удачи желаю своему супругу Владиславу. Надежда. Вот такое доброе сообщение. Владиславу очень повезло с Надеждой. И еще у нас есть одно сообщение. Итак, у нас есть поздравления с города Алдан, бойцам стройотряда «Гиб-гиб, ура!». Вот так вот. Есть обратная связь у нас. И еще одно сообщение. Город Ленск передает всем пожелания добра и счастья. Иванова Ольга. Ну, а наш эфир потихонечку уже ближется к своему завершению. Я напомню, если вы что-то пропустили или что-то хотите пересмотреть, напомню наш YouTube-канал «Якутия-24». Там вы увидите нашу программу и все программы канала «Якутия-24». До завтра, до новых встреч. До свидания. Компания «Главстрой» приглашает на работу в город Санкт-Петербург. Строительство. График вахтовый. Телефоны 8 963 041 72 91, 8 963 041 72 93. Семьи